Ну а сейчас поговорим об импортозамещении. В Башкирии создают центр по импортозамещению и импортоснабжению. Таким образом, республиканские власти в условиях западных санкций решили помочь местным предприятиям в подборе новых поставщиков. Сейчас с нами на связи глава республики Ради Хабиров. Поговорим, как вообще власти Башкирии сегодня помогают бизнесу. Ради Фаритович, здравствуйте. Давайте начнем с работы центра. Какие задачи будут стоять перед ним в первую очередь? Вы знаете, что самое главное хотел сказать. Действительно, мы общаемся сейчас с каждым предприятием. Действительно, мы фиксируем случаи, когда либо, соответственно, приходят отказы по обслуживанию техники, либо просто, соответственно, сокращение поставок. Поэтому мы пытаемся проанализировать, понять степень этой работы. Но самое главное, я хотел сказать следующее. Дело в том, что к вопросу импортозамещения мы подошли не сейчас, не после 24-го, не после санкций. Дело в том, что, как вы понимаете, уже после 2014 года мы готовились к этой ситуации. Более того, я могу сказать, что ряд предприятий нашей республики, это крупные, высокотехнологичные предприятия, обрабатывающие, они уже были под санкциями давно. И мы уже тогда понимали, что на наших вертолетах стояли, соответственно, двигатели либо украинские, либо французские. И сейчас наши предприятия уже создали двигатель для наш российский вертолет, двигатель для наших вертолетов. Это первое. Если взять газоперекачивающую систему, транспортную систему нашей Российской Федерации, то там есть определенная доля, где стоят агрегаты, которые перекачивают, соответственно, газ, который принадлежат либо Сименсу, либо украинские. И мы приняли решение, нас поддержало руководство «Газпрома» и «Ростеха», мы объединили усилия. И мы боевые двигатели переделали на газоперекачивающие станции, так называемый двигатель АЛ-31СТ. То есть мы к этому уже готовились, и мы уже понимали. У нас каждый год доля того, что нужно было для наших предприятий, для крупных монополий, увеличивалась каждый раз. Мы старались делать то, что сами. Знаете, еще раз говорю, что самое главное, о чем почему-то мы не говорим, что мы к этому не приступили неделю назад или 2 недели назад. Мы этим занимаемся долгие годы. Такой интересный пример. У нас сотрудничество было по сельхозтехнике тоже. Да, конечно, есть John Deere, есть класс и так далее. Но у нас есть Петербургский тракторный завод, который выпускает блестящие трактора кировцы, которые очень популярны у селян. Что мы сделали? Мы собрали наши технологические предприятия, ремонтные предприятия, которые, соответственно, могут что-то делать. Мы их вывезли на площадку Кировцы, они развернули всю технологическую линейку и запчасти, которые, соответственно, им нужны. И мы начали делать для них. Поэтому еще раз говорю, что здесь мы готовились. Что важно еще? Этот период времени, ведь никакое импортозамещение и никакое технологическое развитие невозможно, если нету нормальных станков. И за несколько лет нам удалось остановить падение станкостроения в нашей республике. Если взять наш НПО станкостроения, даже по примерам, 2 года назад он продал всего лишь 2 станка. По прошлому году мы продали 69 станков. То есть у нас очень важно, что многие наши предприятия закупили за это время нормальные станки. Там есть и импортные станки, там есть станки российского производства. То есть все-таки что-то, если нужно делать нужно на хороших станках. Да, Ради Фаритович, еще очень важную тему вы подняли. Станкостроение, несомненно, это важнейшая составляющая любого производства, независимого производства. И действительно очень важный фактор, который, наверное, будет играть сейчас определяющую роль. С точки зрения станкостроения, как вы считаете, насколько мы тут зависимы? Ведь речь идет не только о том, чтобы станки производились у нас, но и для того, чтобы комплектующие для них были отечественные. Сейчас это обеспечивается? Безусловно. Я уже говорил, что да, мы получаем, наши предприятия получают сейчас очень много отказов на техобслуживание и так далее. Но, опять же, конечно, мы 100% задачу сейчас не решим. Поэтому мы должны проанализировать, что нужно. Мы, вы знаете, об этом тоже мало говорят. Но существует прекрасная информационная система, называется ГИСП. Государственная информационная система промышленности. Наш Минпромторг уже давно ей занимается. В эту систему загружена вся продукция линейки тех предприятий, которые существуют. Только Башкортостан загрузил туда 329 предприятий. И каждое предприятие всю номенклатуру того, что производит. Сейчас, на мой взгляд, одна из важных задач, которая стоит перед федеральным штабом и правительством, и мы сейчас занимаемся, надо оглянуться вокруг и посмотреть, что есть у кого. Сейчас важны исключительно межрегиональные связи. Я абсолютно уверен, что некоторые вещи мы можем найти здесь внутри страны. Это первое. В случае, если мы и находим, конечно, мы начинаем смотреть на азиатские рынки.
Мы довольно активно это время взаимодействовали и установили очень хорошие экономические отношения с Беларусью. Очень высокоразвитое машиностроение. У нас есть проекты по созданию новых тракторов, обслуживания и так далее. Мы вообще сейчас технику будем закупать у Беларуси. И им хорошо, и нам хорошо, и коммунальную технику, и прочую технику. Поэтому здесь по станкостроению подчеркиваю, что мы, конечно, что-то закупили. Конечно, мы будем испытывать определенные проблемы по техобслуживанию, потому что вот очень распространенный лазерный, например, станок. Но лазерные станки, они не западноевропейские. Есть и китайские станки, есть и корейские станки и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, мне кажется, вот время, как говорится, быстро смотреть по сторонам и очень активно двигаться. Да, и выстраивать как минимум вот эти вот экономические связи, которые, возможно, еще не выстроены, да, если в этом есть необходимость. Радий Фаридович, я благодарю вас за комментарии. Я напомню, с нами на связи был глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Спасибо. Спасибо.